خب Это камбэк-шоу? не камбэк-шоу. Точно не камбэк-шоу? Не. Это Дурбин-шоу? Не Дурбин-шоу. Точно не Дурбин-шоу? Не. Чувак, это вообще-то микс-шоу. Надо знать такие вещи. Как же так, ребята, это микс-шоу! Абсолютно верно! Занджабил Бро сегодня в гостях у микс-шоу, абсолютно верно. Ребята, да, мы тоже вам передаем привет. Это настоящие вайнеры, видеоблогеры. И сегодня они у нас в гостях, чтобы поделиться своими уникальными секретами, поделиться своим настроением замечательным и, конечно же, рассказать много о себе. Но прежде, ребят, честно вам признаюсь, зашел на вашу страницу, посмотрел очень много вайнов, и Дильшот то же самое сделал. Посмеялись буквально всем офисом, даже довели до истерики одного человека, который у нас работает. В хорошем смысле этого слова до истерики довели, потому что он просто смеялся очень долго. Но как вас зовут? Хотелось бы знать. Еще раз привет. Спасибо за то, что пригласили нас в этот эфир. Так, меня зовут Фред, его зовут Матеош Занджабиль Бро. А на самом деле меня зовут Фирдаус. Ага. Так, выкладываем все карты. Меня зовут Азам. Азам и Фирдаус у нас сегодня в гостях. И замечательный дуэт Занджабиль Бро. Ну, круто, на самом деле, ребята, вы поднялись. И мы наблюдаем за вами, следим. Уже огромное количество у вас поклонников, которые на самом деле вас безумно любят. Наверняка в это в комментах, наверное, тоже выкладывают и благодарят вас за то, что вы, знаете, в это тяжелое, я бы сказал, трудное даже время нас радуете и заставляете улыбаться. По-моему, это классно. Спасибо. Ну, ребят, во-первых, хочу сейчас вспомнить ваше самое первое видео. Что это было? Вообще, каким образом пришла идея снять первый вайн? Давайте, делитесь, рассказывайте, как все это происходило. Ну, на самом деле, мы с Фредом давно знакомы. Сфердаусом. С Фердаусом. Мне непривычно его так назвать, потому что, в то время... Ну, Фред, отлично. Вот, мы выступали на КВН когда-то, то есть и с течением времени он работал где-то, я работал, так и разошлись, то есть в течение жизни все. И тут один день мы приходим в зал, и почему бы нет, то есть давай начнем снимать вайны, да? Но у нас все равно не хватило смелости, но просто мы снимали, для себя снимали. И у нас есть третий человек, это человек-торпеда, он нас всегда заряжает. Человек-торпеда, он за кадром всегда, да? Да. И вот он нас начал уговаривать, и мы выложили первый ролик, и реально пошло одобрение со стороны весь круг друзей, то есть всем понравилось, давайте, продолжайте. Но поначалу было страшно, реально, поначалу было страшно. Сейчас вспоминаешь и думаешь, как, зачем, да, почему было страшно. Первое, вот что приходило в голову, это вот, соседи, что скажут соседи. Что скажут соседи? Да, чем ты занимаешься, родственники, окружение, то есть было страшно. Лично мне было страшно. Да, но на самом деле для старшего поколения говоришь слово блогер, он говорит, что это бездельник, кто это? Кто этот человек? А если слово говоришь вайнер, то это тем более, это что-то космонавт, наверное, или врач какой-то непонятный. Но круто на самом деле, но... маънои номи ки гузоштем Занджабил Бро чӣ маънӣ дорад ва идея чӣ гуна пайдо шуд ки мо номашро Занджабил бимонем? Занджабил сари авқот пайдо шуд, агар рости гап мо ако як команда будем дар соҳаи брейкданс. Вақте ки дар мусобиқаҳои осиёи миёнавӣ иштирок мекардем, дар хуҷанд шидагӣ буд, хато накунам, ҷо рафта будем, баъд перевал дар роҳ гуфтем як авқот хӯрем. با همونجا نامی کاماندا زنجبیل برو برام برای که زنجبیل کریو بود اوچین زنجبیل کریو برای که گفتیم در نزد قزاق‌ها بودن، از قزاقستان، از ازبکستان بودن، همون نامای خودشون tam کریو tam بیت بویز خرید زنجبیل کریو همین خیلی سر اوقات پیدا شد زنجبیل کریو نامی وای بود گروهی بریک دنس بود. بعد اومدیم دوشنبه وقتی که خواستیم контенти интернета ном шад чӣ монем ҳамқа фикр кардем бисёр вариантҳо будан ростиган ба гуфтем биё ҳамин занҷабил мемонем нигоҳ кардем аз чанд тараф занҷабил тез аст ҳар кас хӯрда наметавонад видеои мо ҳам ҳар кас фаҳмида наметавонад агар нигоҳ кунем баъд
тез бародарони тез занҷабил бро мондем. Не ТВ, не про, як чиз дигар не занҷабил медиа. Бародарони тез ҳам милли аст занҷабил ва ҳам да кала хуб ҷо мегирад. Ну, молодцы. Еще одну особенность хочу добавить. Все про него забывают. Занджабиль, он когда стареет, то есть, да, грубо говоря, стареет, высыхает, он становится еще опаснее. То есть, он не портится, если вы ясно. Ну, я понял, почему у тебя перец у вас на аватарке. Я вот наблюдал это. Кстати, ребята, у вас очень интересно все устроено. Пошли в спортзал, начали снимать. Что-то решили поесть, придумали название. Что дальше? Что будет дальше? Ну, молодцы на самом деле. И далее, вот трудоспособность ваша меня поражает. Как вы успеваете все снимать? У вас каждую неделю как минимум один, а может быть даже больше, выходят вайнов. Это очень много времени занимает на самом деле. Однажды мы пытались снять ролик, который длится 30 секунд. Мы снимали его часа 2, наверное. Как вам удается быть столь трудоспособными? Ну, как-то вот приспосабливаемся. Поначалу было трудно на самом деле. Наоборот, поначалу было легче. Поначалу было легче, мы снимали просто так, мы скидывали. Во-первых, мы не принимали это всерьез. Потом, когда у нас аудитория уже стала больше, уже мы видим то, что уже это пошло серьезно, уже все начали, уже аудитория больше, и все начали требовать наши видосы. И мы уже, как сказать, творчески вот это каждый раз придумывать. И наша фишка то, что мы делаем авторские идеи. То есть мы берем, не придумываем, не копируем, мы чисто придумываем сами. И вот потихонечку становится сложнее, потому что мы не можем один простой видео уже скидывать, потому что это уже как бы там идет статус, там идет, допустим, занджабиль, как вы, допустим, скинули такое видео, неинтересно. И вот поэтому каждое видео, которое мы снимаем, мы анализируем тщательно, вот это время занимает, правильно вы сказали. И тут еще другие дела, там семейные дела, параллельные дела, все это успевать. А народ требует каждую неделю. Не каждую неделю, они требуют каждый день. Но мы стараемся хоть в неделю 1 или 2 скинуть. Молодцы. Вот, поэтому и так успеваем. Вообще времени нет. Так, немножко добавлю. А так идеи вокруг, они... Едешь в маршрутке, идея на базаре, то есть мы уже мыслим по каким-то законам вайнов, наверное. Почему бы так, да, сделать? Почему бы так? То есть реальной жизни берем ситуации и немного миксуем, добавляем юмор. مشاهده میکنید و میگید که برای چه همین رو میگونم با یک شوخی با مردم نشون دادن. А вот многие блогеры, они вот как по этому поводу не особо парятся. Они просто берут какой-то тренд, который появляется в интернете, в ТикТоке, как правило, в Инстаграм, и просто берут его и снимают на свой лад. И получают миллионы просмотров. Ну, как правило, да. И вы как к этому относитесь? Просто у нас так, мы стараемся сделать что-то свое. И что принимаем публику, которая нас реально понимает и ценит наше творчество. Допустим, если бегать за трендом, делать, ну, это не наше. От этого мы удовольствие не получаем. Мы получаем удовольствие от того, что мы создаем. Вот это приносит какой-то такой кайф, да, на самом деле. Мы создаем, мы получаем, потом смотрим видео, как мы это сделали, на самом деле, от этого удовольствие мое. Ну, класс. Ну да, это как-то обидно и жалко брать у кого-то. Чем я хуже него, да? Я тоже человек, Бог дал мне мозги, дал фантазию, дал какой-то жизненный опыт. У меня тоже есть своя история. Да, то есть нужно вот это понимать, посмотреть на этого человека, и чем я хуже него, и постараться сделать то же самое. Создать свои тренды. Кроме ТикТока, я не говорю про ТикТок, если кто-то сейчас скажет, вы же взяли в ТикТоке там. ТикТок там по-другому, там нужно какие-то тренды брать, повторять. Я про вайны. Вайны у нас свои, да. Ну, вы молодцы. Хорошо, спасибо огромное. Друзья, напоминаем то, что прямо сейчас идет прямая трансляция на страничке, на нашей страничке непосредственно радиостанции в Фейсбуке. Можете зайти посмотреть. Если нет доступа к радиоприемнику, сделайте это прямо сейчас. И можете воочию увидеть Андрей Соколов, Дильшод Балтаев, наших замечательных ребят. ва вақте ки моро дар Фейсбук мебинед, нахандед ки шумо туро дар радио дидам, ин воқеан ҳам мегуна аст ки замони технология аст. Идеи для вайна полились. Дар радио моро мебинед. Друзья, мы прерываемся на короткую паузу, скоро будем снова здесь. Ва як меҳмони дигар ҳаст ки аз Занҷабил бир омадан, не, Андрей? Да, абсолютно верно. Кстати, мы сегодня работаем не вдвоем, а вчетвером. У нас сегодня замечательные гости. Арсикола. Да, абсолютно верно. Даже замечательный партнер. Конечно, всегда забываю. Ребята,
Продолжая наш разговор, совсем недавно планируется, как я понимаю, законопроект, по которому нужно будет отчислять налог 18% за работу в интернете. То есть за рекламу нужно будет отчислять налог. Что вы об этом думаете? Так, это очень часто задаваемый вопрос нам, да. Потому что как только уже пошли слухи об этом, все начинают нам писать, что вы думаете об этом. Да. Вот, что мы думаем, нам очень интересно, вот когда выйдет этот закон, и какую стратегию они примут для этого. Именно какая стратегия будет, с чего они будут считывать, как реклама, как будут перечислять. Именно нам интересна вот эта система, с чего они будут брать. Допустим, они блогеров имеют ютуберов, которые в ютубе набирают большие просмотры, и они зарабатывают деньги. Ну, там-то понятно, вот тебе просмотр, ты заработал вот столько-то, платил вот столько-то. У нас ютуба нету, то есть ютуб наш не зарабатывает. Мы только в инстаграме, мы чисто радуем людей, и мы очень редко берем рекламы. Рекламы, которые наши знакомые к нам выходят. И нам очень интересно, какую стратегию они примут для вот Инстаграм. И как они внедрят именно вот эти правила. Как только мы узнаем об этом, как нам это сделать, то есть как они сделали, тогда уже будем принимать решение. У нас-то выхода нету. Но вообще, есть ли какой-то доход в данный момент сейчас от Инстаграма? Ну, я бы не сказал прям такой колоссальные цифры. Там, знакомые, которые делают рекламу, то есть заказывают рекламу, они чисто, берут расходы на себя, все вот это на себя берут, там, нам на дорогу, вот такие мелкие расходы они нам подогревают. И мы такие мелкие подработки имеем с реклам, которые мы берем чисто за офис, за оборудование, за аренду чего-то, и такой минимализм. Так, мы себе на жизнь, там, на тачках, такого у нас нету, мы чисто такие... Да, а вот тот черный лимузин, на котором мы приехали. Шучу. Я думаю, это может какой-то видеоролик, где вы увидели это. Я думаю, у нас же не было черного лимузина. У нас он белый. Ясно, понятно. То есть в основном те деньги, которые вы зарабатываете в социальных сетях, вы их тратите на те же съемки. Контента, там, за офис, за все такое. А так у нас обычно. شما دو نفرین یا یاردمچی دارین و آنها با چی کار مشغولند شما رو در بلاگ رفتن؟ همین دو نفریم اساساً میشواد حالت هایی که من این سیامکا میکنم این من سیامکا میکنم در همون کادرایی که ما دو کسا یا جای ایستادگیم штатив هممونه من خیلی تلفن کتی با کامرا هم نه تلفن کتی من خیلی نوارد میگیریم استاپ میکنیم در میبینیم کنیش خیلی شد бо обратно удалить докрив бо мерем обратно من یه سیامکا میکنم این من سیامکا میکنم но есть третий человек сеюм одам ҳастай ки мора ёрдам мета ки мо мақсад нашинем телефон да хиза мақафу як кор як чиз шавем тарпеда мона сеюм тамом сеюм одамон ака засекреченный барои чи ҳам ба иш ҳам гуфта наметавонам барои чи ҳисоб карда будем ки барои маош медиҳанд не маош ҳам не инҷа одаме ки махфӣ аст намехоҳад ки хорошо вообще сколько времени уходит на создание одного вайна примерно? Бывает час, бывает неделя. Бывает неделя. То есть как-то готовите заранее сценарий, прописываете? Или просто вот, идея пришла, пойдем снимать? Давай. Бывает... Тяжелая перья пошла. Бывает, идея пошла, мы снимаем за полчаса, вот просто за полчаса снимаем, все гладко, все как-то, даже концовки нет, но концовка в процессе съемки появляется. А бывает, что мы планируем, пишем сценарий, потом на завтра меняем его, обрабатываем 3 концовки, 10 концовок придумываем, выбираем одну и вот так вот. Все. Ясно, понятно. Знаете, к нам вопросы летят уже, очень интересные от слушателей. Смотрите, на Гипразиме есть бургерная, называется Занджабил Бро. Ребята, вы в курсе? То есть спрашивают, они в курсе, что это они открыли? Да, конечно, Занджабил кафе, Занджабил Бро кафе. Этот фастфуд наш. Мы ее открыли в августе. Да, в августе мы открыли. И до сих пор сейчас скоро планируется 2-я точка. Какие планы. На днях. Замечательно. Ну что, и еще один вопрос. Секундочку, извиняюсь.
И эти точки, которые мы открываем, это не от реклам, не от блогов и не от интернета. Это совсем другой доход. Я сразу скажу, чтобы скажут тут люди то, что они сейчас прибедняются, говорят, то, что не зарабатываем, уже 2 кафе открыли. Ребята, это не от вайнов, не от интернета, это совсем другой доход. аз чи як борад хуб бигӯед ба шунавандо ки бифаҳманд аз куҷо аст ин кафее ки кушодем? беғарзи вайно бо ҳар хел проектҳо мекунем, ивентҳо мегузаронем, ҳар хел чорабиниҳо мегузаронем. ай ҳамо чорабиниҳо кам ҷамъ карда хулоса то ҳамин рӯза расидем. Бехтарин. Ну, замечательно. Ребят, как можете охарактеризовать стиль юмора, который вы показываете через вайны? Какой это стиль? Стиль? Да. Саволҳои душвор ба шумо? Иногда что-то стиль американский, иногда американо-таджикский, что-то такое, да. Но в основном это национальные темы мы затрагиваем, которые известны каждому. То есть ближе к народу. Да, ближе к народу, но через западный стиль, наверное, как-то так, да. Ясно. Есть ли вайн, который вам нравится безумно, который вы пересматриваете, возможно, много раз? Есть. Какой? Давайте, рассказывайте, чтобы мы тоже знали. Например, мой самый любимый, там коротенький такой, где Матеуша говорит: Матеуш, ты плавать умеешь? Он говорит: Абачама олимпийский чемпионом, и прыгать на живот в воду прям. Это музыка такая латиноамериканская. По-моему, во сколько дублей было, когда он падал на живот? Один, потому что было больно, да, мы сразу сняли вот это. Просто именно момент, как мы смеялись над этим, мы выключили камеру, так смеялись долго. И постоянно, когда грустно, я смотрю вот это. Бывает такое. Так-то, да, он не такой вот с каким-то смыслом этот вайн, просто он, да, смешной для нас именно. Мой вайн любимый — это Джигори, который где 2 гангстера. Джиг-дилер. Джиг-дилер, да. И мне нравится вайн Боша, если видели, там. Да, там философия своя, вот, мне нравится стиль этот. оё мумкин аст ки бо блогерӣ зиндагии худро ба пуррагӣ бурд ва дигар кор накард? айни ҳол не, мумкин оянда, не солҳои наздик мумкин шавад. Агар пас чико бисёр бошанд, не? айни ҳол намешавад, барои ки айни ҳол мардуми мо ҳоли тайёр нестанд барои ин чиза. айни ҳол хеле намея, мумкин вақте ки вай паҳн мешавад, ҳамин система вақте паҳн мешавад дар интернет, мумкин ки уже блогерои мо ҳам зиндагиашон набара намешавад. Чӣ қадар вақт шуд ки то ҳозир кор мекунед? Аз кай пайдо шуд? 7 май 2 сол мешавад. 2 сола шудин аллакай? 7 май 2 сола мешавем. Ребят, в какие темы все-таки вы не затрагиваете в своих вайнах? Для вас это просто табу? Ну, все очень просто и прозрачно. Наверное, из-за этих тем, которые мы не затрагиваем, к нам не к чему придираться. Поэтому у нас хейтеров нету. И в комменте... Вообще нету негативных комментариев, не было? Ни одного? Нет, заходите, все пролистайте, смотрите сами. Все удалили. Все удалили. Молодцы. Вот, темы, ну, религиозные темы, государственные темы, там еще какие темы. Ну, то, что затрагивает достоинство. В основном я наблюдаю, что вы смеетесь над собой чаще всего. Да, есть такое. Ну, почему подмигиваете мне? Что это? Но смеяться над собой — это тоже хорошо, ведь это правильно. Или... Не, ну, по-любому не только над собой. Да? Задумался, да? Вообще, мы смеемся над жизнью, ситуациями, которые были у нас, у друзей наших, у нашего окружения в основном. Высмеиваем некоторые проблемы, да? Вот эти проблемы. ҳастанд одамоне ки мегӯянд ки бо ман ҳамин гуна рух дод, метавонед ки шумо ҳаминро навор бигиред ва бисозед? Рости гап, бисёр менависанд мода. ана идея, ана хеле идея, бачо ин хел ки мо мехонем, механдем, на самом деле бисёр идеяи хуб роӣ мекунанд, не ки мода бисёр риска
идея гирифта реализовать когда мабодо яке аз куджои дида бошай видеоя ёки ҳами идея аягон кас дига шинавида боша аягон ҷо фаҳмида боша баъд мода принципи моя мезанам агар воқеан ҳам худаш бо ҳамин ҳолати ногаҳонӣ во хӯрда бошад шуда бошад дар ин ҳолат чӣ ма ҷо бовар мекунем ин гапда барое ки як дӯсти наздик монд омад ҳолата нақл кард мо рафтем навор гирифтем партофтем копияша мо дар равон кардан бародаро шумо чӣ хелӣ кардин хелӣ кардин дӯст будед ҷош данахе удалит кардем ки набошад дига барои ҳамин дига аягон одам мо идеяшона намегирем рости гап худмон кӯшиш мекунем фикр кунем барое ки ягон гап ягон ҳолаташ агар монанд боша уже меган ки шумо гап мезанен авторски мегӯен ина дизидед ҳамин сабаб барои мода қиинтар меғалтад. Ясно. Ну, действительно, такое ведь бывает. Где-то видел видео, тем более такое количество сейчас ты просматриваешь в день, огромное количество. И действительно, под корку мозга просто может въеться какая-то идея, и вы ее воплотили в жизнь, оказывается, она не ваша. Бывает такое, да, на самом деле. Или видео, которые когда-то смотрели, и даже забыли о подсознании, она там где-то сохранена. Сохранится, и да. вот где-то ты увидишь ситуацию и говоришь, выдумываешь, как будто ты это сам выдумываешь, а на самом деле это подсознание того видео. Потом выплывает и этот бьет по принципу. Понятно, ясно. барои ҳамин як ҳафта вақт сарф мекунед ки ҳама тарафа месанҷеду мебинед ки монанд набошад, не? Фаҳмам. Ну что, друзья, мы прервемся буквально на короткую музыкальную паузу. Скоро будем здесь. дур наравед. суҳбати мо бо меҳмонҳоямон на ин ки дар эфир, балки берун аз эфир ҳам хеле гарму ҷӯшон мешавад ва аз ину аз он тараф ба саволҳое ки дар эфир дода намешавад мо дар ин ҷо медиҳем ва воқеан ҳам хеле шоми ҷумъа барои мо ширину шавқовар гузашта. Хуш омадед мегӯям бори дигар. Занҷабил бро. Рамати калон. Привет, привет еще раз. На самом деле надо было вырезку еще такую сделать за эфиром. Дополнительно. Интересно получилось бы. Ребят, многие блогеры, когда набирают определенную свою аудиторию, там тысячи подписчиков, они, как правило, не особо идут на контакт с людьми. То есть, как у вас? Как вы общаетесь, возможно, с другими блогерами? Есть ли совместные какие-то работы? Идут ли вам навстречу тоже наши блогеры, которые работают здесь, в Таджикистане? Как это все происходит? Ну, можете рассказать? Насчет подписчиков могу сказать. За SMM отвечает Фред. И бывает, я вот просто не могу уснуть, в 2 часа ночи захожу, сообщение вот появилось, тап-тап-тап, и он отвечает, думаю, когда ты спишь? То есть он всем отвечает, иногда я отвечаю, да, то есть на улице видим, мы обычно так не избегаем, я не знаю, нет такого. Есть ли конкуренция среди вот блогеров в Таджикистане? Вот среди, вот, может быть, среди ваших коллег? Среди блогеров конкуренция есть и будет, но среди вайнеров нет. Вайнер? Мы единственные, да? То есть, как могу сказать, среди вайнеров, да, у нас свой стиль, свое направление, мы конкурентов не видим. Есть другие ребята, которые что-то контент какой-то делают свой, у них свой стиль, свое направление, своя аудитория, поэтому... Могут ли к вам обратиться люди за помощью? Вы не откажете им? Люди, просто элементарный человек. У нас в день, допустим, бывает то, что по 50, по 100 человек обращаются за помощью. А камера я сторис намекни, Ильтимус побрать. Нет, я говорю, наверное, все-таки о какими-то реальными проблемами. Возможно, если человек к вам обратится, вы пойдете навстречу? Я скажу свое мнение, потому что какое-то время, я помню, было такое, они опубликовали видео, сказали, нужно помощь таким-то людям собрать деньги, и вышло так, что собрали деньги, и этот человек исчез или что-то он намутил, я не знаю, и были проблемы с этим. Еще было то, что нереальный человек оказывается там кто-то где-то обманул, такое поэтому бывает. мы очень... не хотим связывать себя с такими проблемами. Вот. Ясно. Но вот бывали такие случаи, когда к блогерам обращались, и они говорили, нет, и, допустим, я приду, но исключительно это сделаю за деньги. Не, вот хочу сказать, буквально вот вчера парень обратился, он потерял портмоне, и мы выложили, да, то есть мы его выслушали, все без проблем, выложили, что вот так-то человек потерял, помогите. Такие бывают, да, случаи.
А это же безобидно ничего. Конечно. Все вот от нас... Мы очень боимся именно вот этих объявлений про сбор денег. Ясно, Мы реально боимся. ясно. Но это надо проверять, естественно, обязательно нужно проверять. Поэтому, Мас'улияти бисёр калом мехоҳад. Хорошо, ребят, какие планы на будущее? Что строите? Какие мечты? На будущее хотим потихонечку переходить на YouTube. То есть вайны в Инстаграме будут, но снимать более длинные ролики, передачи интересные. Может быть, фильмы пойдут, сериалы. Пойдут. Может быть, скоро мы увидим на экране Занджабил Продакшн представляет. Все говорят, ну, в голове много всего, но нужно дойти до этого, реализовать. Это, конечно же, нелегко, но всегда вот я понял одну вещь, нужно просто начать. Вот и все. Надо начать, и дальше ты будешь спотыкаться ли, не получится ли, но ты будешь идти к своей цели. Не хватает музыкального фона, да, какого-то определенного. Но это здорово. Каналы, да, как я понимаю, то есть YouTube-канал какой-то хотите вы вот организовать уже, возможно, в этом году. А направленность тоже будет вайны, или это что-то будет совершенно другое? У нас мы попробуем сделать, не попробуем, а планируем сделать юмористическое. Передачи у нас какой-нибудь с юмором, чтобы интересно было смотреть на самом деле, да, прям не такой серьезный. Еще в сериалах, фильмах, там, короткометражки, во всем мы будем добавлять юмор. Такой, не знаю, какой-нибудь, как блокбастер, наверное, сделаем такой, все думают, такой серьезный фильм, а там юмор какой-нибудь добавим обязательно, в своем стиле. Кто из вас все-таки является вдохновителем в вашем дуэте? Вдохновитель? Да. Ну, Матеуш, скорее всего. Я думаю, это Фред. Когда как вот бывает, я прихожу, все, вот нет настроения, я не хочу, да, вот я не знаю, что там. И вот бывает вдохновляет, там, мотивирует. Ты не должен, вставай, да. Бывает, я его мотивирую. То есть братья-близнецы такие, да? Если одного разделить, один начнет грустить сильно, да? И ничего получаться не будет совершенно. шиносоии шумо чӣ гуна буд дар аввал чӣ хел шинос шудем баъд фикри Занджабил буромад? Чӣ хел мо шинос шудем вақте ки мо брейкданс машқ мекардем солҳои пеш, як 15 сол пеш Рустига. 15 сол? 15 сол пеш брейкданс машқ мекардем. Так сколько им лет вообще? Мне просто интересно знать. соли 2007 буд, хато накунам. Соли 2007 буд зал машқ мекардем. Баъд Матеуш кати шинос шудем, мехост дар брейкданс дохил шава, машқ накардем. Баъд омад кати мо якҷоя машқ кард, ҳама хеле мо дӯст шудем, ҳамон замон як команда чӣ коре мекардем, мо беғарз и бисёр корои дига кардагем, Рустига барои ҳамин пӯйнами дами ҳолаку кати нами гаштем. Деволагӣ фақат ханда бӯжӣ. Брейкданс чӣ шуд ба? Брейкданс то ҳол як ҳафтада як бор мо меравем дар ягон ҷо, ба ҷои машқ мекунем, як сторис мекунем. Рустига фақат барои худатон? Бале, ранги пеш хеле продвигат намекунем. дар ҷамоатҳо иштирок намекунем, дархост кунанд ки биёед рақс кунед? Барои ин ҳастай гурӯҳи нав ташкил кардагем, поколения нав хурдсолакон бисёр хуб вай мекунанд, машқ мекунанд, ҳамонаям мо бисёртар кӯшиш мекунем дар чорабиниҳо. Бале. Ребят, смотрите, вот есть вайнеры в России. Это Гусейн Гасанов, это, конечно же, Анастасия Ивлеева и прочие ребята. Есть на кого равняться вам? Или как-то смотрите их вайны тоже? Если честно, поначалу мы смотрели на них, и теперь мы не смотрим. Потому что мы увидели то, что они тоже воруют. И все в мире тоже воруют. Русские, а мы не такие. Нет, русские воруют у американцев. Таджики берут у русских. Все такое, все очень просто. Поэтому, не знаю, последний раз не помню, когда. Мы видим американцев. Именно есть. Нам ближе, для наших фантазий ближе этот американцы. Вот, поэтому кто из таких вот кумиров, таких вот глыбы такие, американские вайнеры, кто из них? Я, допустим, слежу за King Bach и за Анваром. Анвар.
Замечательно. Ну, я редко смотрю такие вещи. В основном я смотрю про вселенную и всякие документальные. Я вообще самый скучный в команде. Не, я люблю, если кто смотрел, есть Key Peele, да. Они не войны снимают, они по 10 минут снимают, и очень-очень интересно и актуально, да. Классные вещи делают, ребята. Да, они такие мини-фильмы делают. Мини-фильмы. Да, они тоже классные, кстати. Ну, замечательно. Ребят, на самом деле здорово, то, что вы сегодня пришли к нам. Мы с вами пообщались, поговорили, увидели вживую, узнали, как вас зовут на самом деле. Хотя, я думаю, что ваше творчество обязательно нужно в наше сложное время. Радуйте нас дальше, создавайте еще более интересные войны, чтобы наши коллеги и мы просто ухахатывались и не работали совершенно. Пускай это начальство наше не слышит. Так что вам огромное спасибо говорим и творческих успехов. Что-то хочешь сказать? Хочешь что-нибудь сказать? Ты переводчиком как бы работаешь. Да. Скажи слушателям. Слушатели, дорогие слушатели, спасибо, что вы сейчас с нами. Кто в маршрутке, заполнено. Держитесь, друзья, скоро вам выходить. Спасибо нашим подписчикам за такой, за плюсики ваши, за то, что за отсутствие негатива вообще. И спасибо вам за лайки, за все. Ребята, обнимаю. Все. Всем спасибо. Отпусти микрофон. Вот, спасибо вам, Азия Плюс, за то, что вы пригласили. Было очень круто, реально. Мы, если честно, не ожидали, что именно в таком темпе, в таком формате мы будем общаться. Нам очень понравилось, если честно. Ну что, вы тоже нам ставьте лайки, обязательно. Обязательно. Кулачки, лайки. Да, все. Ну а мы не прощаемся, друзья. Занджабил Бро сегодня у нас были. Ребята, на самом деле, молодцы. Мы с вами не прощаемся, потому что мы все равно будем смотреть в ленте. Куда мы от вас денемся? Ну, а на сегодня мы говорим им до свидания. Только на сегодня. Ну, еще час впереди у нас эфира. واخیرم چه که در شکراب زنجبیل خوراک رو باز هم بالاتر میکنند امروز این دو نفر نیز перчинку добавили و شما ما رو خیلی هم گورو گردوند. سپاس به شما، سپاس به شنونده ها. در ساعت 3 برنامه میکشم و میخورم.